Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем заниматься боевым искусством ушу. Базовая техника стиля наньцюань – южный кулак. Закрепляем базовые основы стиля. Наньцюань – южный кулак по праву считается одним из наиболее распространенных и наиболее древних стилей ушу. Его история исчисляется 4 столетиями. Он характеризуется устойчивыми позициями, мощной работой корпуса, и одной из его особенностей является разнообразие техник работы руками. Основа стиля наньцюань строилась на стилях, подражающих движениям животных. Наиболее известной южной школой является школа белого журавля. Считается, что именно она оказала большое влияние на развитие карате. В настоящее время стиль наньцюань входит в программу наиболее крупных международных соревнований, чемпионатов, турниров. Начинаем подготовительную часть урока. Дыхательные упражнения. Сесть, скрестив ноги. Техника ритмизированного дыхания. Собрать внимание в нижнем энергетическом центре даньтянь. Сделать вдох на 4 счета. Затем задержка на 16 счетов и медленный выдох на 8 счетов. Дышать по схеме 4-16-8 в течение 2 минут. Заканчиваем дыхательные упражнения. Переходим к разминочным упражнениям. Упражнение «Бабочка». Удерживать положение в течение 20 секунд. Стоя выполнить наклон к выпрямленным ногам. Перейти в положение тюлень. Вернуться в исходное положение. Выполнить связку упражнений 5 раз. В положении мостика поднять вверх, выпрямить и удержать в течение 10 секунд правую ногу. Тоже повторить на левую ногу. Лук. Удерживать положение в течение 20 секунд. Упражнение «Стульчик». Выполнить 5 наклонов вперед и 5 наклонов боком к правой ноге, 5 наклонов вперед и 5 наклонов боком к левой ноге. Связка движений. Продольный шпагат на правую ногу. Святой обнимает ступни. Крокодил. Святой обнимает ступни. Поперечный шпагат. Тоже повторить на левую ногу. Выполнить всю связку движений 3 раза. Упражнение цигун стиля сунси нэйдзюцюань. Кхайхэгун. Открытие-закрытие. Выполнять 10 раз. Кунзи-цюань. Удар пустым кулаком. Выполнять 10 раз. Туоджан чхан-цюань. Рубить ладонью, бить кулаком. Выполнять 10 раз. На этом подготовительная часть урока окончена.
Переходим к основной части урока. Время отдыха между выполнением технических элементов 15 секунд, связок движений 30 секунд. Элементы техники Наньцюань. Техника работы рук. Блоковые движения. Выполнить 20 блоковых движений. Движение руки-бабочки. Выполнить 20 движений руки-бабочки. Захват когтями тигра. Выполнить по 10 раз на каждую сторону. Амплитудный удар по дуге. 10 ударов на правую руку, 10 ударов на левую руку. Круговой блок и удар. 10 раз на правую сторону, 10 раз на левую сторону. Удар ладонь, кулак. Выполнить 5 раз. Удар двумя кулаками сверху. Выполнить 5 раз. Техника одиночных пальцев в стойке Мабу. Выполнить 5 раз. Удар локтем. Выполнить 10 раз на правую руку, 10 раз на левую руку. Техника ударов ногами. Удар ногой вниз. Упражнение выполнять 10 раз на правую ногу, 10 раз на левую ногу. Косой удар ногой. Выполнять 5 раз правой ногой, 5 раз левой. Удар пяткой в положении лежа. Ударять 5 раз правой ногой, 5 раз левой. Удар подъемом стопы по ладони. Выполнить 10 раз на правую ногу, 10 раз на левую ногу. Стойки и передвижения. Цилунбу. Шаг, сидя на драконе. Стоять по 20 секунд на каждую сторону. Гуайбу. Шаг, поворот. Удерживать положение 20 секунд на правую сторону, 20 секунд на левую сторону. Скрестный шаг назад, гунбу. Выполнить 20 шагов. Шаг верхом на драконе. Выполнить 5 раз. Шаги в гунбу боком. Выполнить 10 шагов.
Стойка дандибу. Удерживать по 20 секунд на каждую сторону. Прыжки. Подъем разгибом. Упражнение выполнять 5 раз. Стопа вихрь. Упражнение выполнять 5 раз. На правую ногу 5 раз, на левую ногу. Стопа вихрь с падением. Выполнить 5 раз. Связки технических элементов. Сочетание круговых блоков с ударом кулаком. Выполнить 5 раз. Шаг верхом на драконе в сочетании с движениями руки-бабочки. Выполнить 5 раз. В стойке гунбу захват когтями тигра и удар ногой вниз. Выполнять 5 раз. Из стойки дулибу разбег, удар кулаками, прыжок, блоки когтями тигра, гунбу, удар когтями тигра. Выполнить связку 3 раза. Прыжок с поворотом, удар локтем. Выполнить 5 раз на правую сторону, 5 раз на левую. Блоки и удары. Шаг верхом на драконе в сочетании с раскруткой руки-бабочки. Выполнить связку 3 раза. Связка блоковых и ударных движений руками в сочетании с ударом пяткой и приходом в стойку мабу с ударом кулаком. Выполнить связку 3 раза. Завершая цикл уроков по разучиванию техники соревновательного комплекса стиля Наньцюань, представляем демонстрацию работы с различными видами оружия, отдельные техники которых мы будем изучать в будущем. Наньгунь – техника работы с палкой стиля Наньцюань. Даошу – техника работы с саблей. Наньдао – техника работы с саблей стиля Наньцюань. Тайди-дзянь – техника работы с мечом в стиле Тайди-цюань.
Тайцзи Шань. Техника работы с веером в стиле Тайцзи Цюань. Бянь. Техника работы с тростью, хлыст, хвост тигра. Боевое применение приемов с оружием. Техника обусловленного поединка дуйлянь с веерами. Обусловленный поединок дуйлянь с саблями и шестом. Обусловленный поединок дуйлянь с прямым мечом и саблей. Заключительная часть урока. Упражнения для развития динамической силы. Выпрыгивание с продвижением вперед. 10 выпрыгиваний. Выпрыгивание в упоре лежа. Сделать 10 раз. Прыжки на месте на прямых ногах. Выполнить 30 раз. Выполнить 2 серии упражнений для развития силы. Упражнения для развития гибкости. В положении стрекоза выполнить наклон вперед к левой и к правой ноге. В каждом положении оставаться в течение 10 секунд. Из положения отдыхающий дракон стать в положение мостик. Выполнить эту связку движений 5 раз. Святой обнимает ступни. Удерживать положение в течение 30 секунд. Упражнение цигун. Выполнить технику опускания 3 сосудов. Домашнее задание. С целью закрепления пройденного материала самостоятельно повторить связки движений по 3-4 раза каждую связку. На этом наш урок окончен. До встречи на следующих занятиях.